По мере того, как усиливались притеснения генерала Пуло над чеченцами, увеличивались и просьбы последних к Шамилю, чтобы он пришел освободить их. Шамиль спешил исполнить их желания. В 1839 году, спустя 5 месяцев после бегства из Ахульго, Шамиль явился с горстью своих мюридов в селение Аттага, что близ Гехи, жители которого тотчас же признали его имамом. Таким же образом покорились и многие другие селения Чечни. Потом по приглашению Шамиль отправился в Аух и Салатау, которые также признали его имамом. Шамиль, увлеченный успехом, прибыл через Черкей со скопищем чеченцев, салатавцев и черкеевцев в селение Ишкарты, в надежде, что шамхальцы также примут его. Посланный против него небольшой отряд русских с Шамхалом и Ахмед-ханом был им окружен, но на другой день вовремя подоспели главные силы русских, выручили Шамхала и Ахмед-хана, и Шамиль принужден был отступить обратно через Черкей, Буртуна и Беной в Дарго-Ведено, которые он избрал своей резиденцией. Число мухаджиров постоянно возрастало, и в скором времени Дарго стало многолюдным селением. Шамиль постоянно получал со всех сторон приглашения прийти с войском и никогда не отказывался. Он умел снискать своими ласками и обещаниями расположение горцев, заслужить их доверие и привлечь на свою сторону умных, ученых и влиятельных людей, которых назначал своими наибами. Таким образом ему подчинились Чечня, Гумбет, Салатавия, Анде, Шубут, Хиялл, Ункратыль, Чемалал, Нуциатль, Багалал, Гедатль и Каралал. И несмотря на то, что горцы народ дикий, склонный к грабежам и разбоям, с боязнью смотрящий на всякое нововведение, они признали его своим имамом, и до такой степени предались ему, что по приказанию его жертвовали жизнью и сражались против своих отцов, братьев и детей. Шамиль со своей стороны заботился о подчиненных, как о родных детях.